тебя несколько главных тем. Это Иисус, Кустам, Схинвал, Осетия и Нарты, да, Нарты. И в то же время вот это совершенно другие мистические картины, такие абстрактные. Это, видимо, какой-то период жизни, да? Ну да, конец 80-х, начало 90-х был, фактически государства не было. Если бы сами себя не защищали люди, да, то очень было тяжело выжить. Ацхинвал, Что для тебя? Ацхинвал для меня это просто воздух. Без него это это и боль, и радость. Эти три картины, вот с окна, с моего окна, и вот это тоже с моего окна. Фактически мы это магазин Азалчик, не знаю, где я в это передатывающий канал Схибарский. Именно вот этот цвет и цвет. Или Не здесь. Он мажачка. какой у нас жемчуг? Жажика, да. Ну, Смеловский в основном здесь. Вот эти мистические времена. Атлантида, это, кстати, вот в Питере я начал. Мне так очень место в этом. Зона Восточа. А название картин как приходит? Иногда вынужденно. Потому что надо как-то назвать. Название тоже ограничивает. Мне говорили, да, художники даже, что как просто для того, чтобы как-то назвать. Да. У художника есть определенные одинаковые сами собой. Ну, это не знаю, на Кустал, как будет вообще стихотворение. Весь мир храм, любовь, освятили своим отечеством моим. Это выше сказать, не знаю, невозможно. Ну, она Иоанна, до Христа собрали совершенно понятие, да, что Бог, Иисус старается куда, что Бог внутри человека, а не где-то. Я пустал бомба что-то. Весь мирный храм, то есть такого земли, да, любовь, это как бы сердце символизирует. И вселенная, отечество мое. Свой элемент я ввел на пути объединения Южной и Северной Осетии. Непознанное. Ну, я намек это, потому что невидимый мир, он будет сходиться с нашим миром постепенно. Это квантовый переход, да? Цепи, да, вот, которые сковывают человечество, да, не дают выйти на настоящую божественную любовь, да, пока. Хотя это обязательно произойдет. Я намекаю, ты не учитель, я не учитель Чикова, да. Строй свою башню. Все-таки это твоя основа, да, греческая, да? Это Роден, мыслитель поэзии. Да. Это и автор прямо перенес. Потому что я как бы хочу передать разный стиль тоже одновременно. Я редкий автор будоражит. На совершенно как бы скульптурной работы, да? Это такой иллюстративный Туганов. Туганов это он основоположник, он заложил такой фундамент, да, который прямо просится это продолжить обязательно. Кто должен продолжить? Я его чувствую вот, интуитивно, вот так, кровно, да, потому что он гениальный в чем, вот, по-моему, что он чувствовал, что он должен успеть передать вот, как бы, звено вот, уходящей эпохи, да, вот, в будущее. Но он набросал, дал нам вот эти заготовки, замыслы такие, которые надо продолжить. Это как бы из прошлого мы идем в будущее. Христа знает все человечество, но это как бы победа над смертью. Какой пережит 25 лет? Ну, на мой взгляд, что есть вина лично человека тоже, но есть еще судьба, которая тебе начертана, которую ты должен пройти. С тем понимание, да, вот ты впадаешь в какие-то вот и проходишь. Слава Богу, что я прошел. Я так думаю. Ну, как ты считаешь, что это прошло, потому что ты сейчас
Что-то такое создашь, что будет для тебя удовлетворением? Или это Да, вот можно ты сказать. прошел это потому, что чтобы отказаться от этого? А чему? Уже вот от творчества. Нет, я, может быть, откажусь когда-нибудь от этого. Но я должен его пройти. У меня получается спустя 30 лет, как минимум. Потому что я должен был это сделать 30 лет назад или хотя бы 20 лет назад. Она совпала еще объективные причины. Ну, вот 79 году Курчатана, как раз водомодный хаос. Там началась вот эта война, все это разом, там 1,5-2 года. Ну, Хаштройлетто, из этого улетел, января, это 94 года. Ну, семья там, я здесь назад, не целым за меня. Но зарывно was постоянно я чувствовал, что начнется. Я не успел, прилетел, 6 началась война, какой-то на юность автомат. Патрулька у нас была, вот 15 человек. И я не успел. Короче, 6 началось, 7 вылетел. Назоров это было, что 8 рок теннис видел, Астана. И остался. Ну, И остался опять, да, где-то 2 месяца, потом я уехал, потому что уже охрана люди. ну, это может быть даже трагедия нашего поколения военного, потому что вот я тоже записываю Да. сейчас песни, которые я 20 лет назад написала. Конечно. Мне обидно за вот эти поколения. Да, вот, обидно, что 90%, а может и 99% не реализованность. А ее обидно. Это фестиваль, вкусы не для себя, честно говоря. Вот, да, человек. И тогда мне даются силы, вопреки всему вот, материалу. Это же фактически для богатых, он обеспеченный, спокойный, годный, вкусный, нефтяной. А когда идешь вопреки всему, ну, когда у тебя есть помощники, да, невидимые, да, они появляются тогда, когда ты идешь правильным путем. Ну, легко не будет, но тебе дают эту силу минимальную, чтобы ты делал самое главное. Да? Наверное, ошибись, в как бы доказательство того, что я иду правильным путем. Да, очевидно, гордость, то, что я выставился в Схильваре, да, это для меня знак, что я должен идти дальше. Почему это так, что именно вот в Схильваре, если ты выставился, то значит это знак? Потому что очень тяжело тут позитивных жертв развить. Лично вот мне так кажется. Меня ограничили без понимания метода. Меня любой который развитый еще. Особенно меня, допустим, что строительство государства, что хожинок на сразу. Даже объединиться там 3 человеком, да, вот, допустим, что я стратегически не думаем одинаково. Но вот это идет, разделение идет не только в Схильваре, это по всему миру идет, разделяя власть, а еще авто. А вот искусство это как бы немножко попытка вот, объединять на какой-то основе, да, вот там. Но основа любовь, хотя бы на основе красоты, каких-то вот таких, ну, идеях. Общечеловеческих. Потому что понятие любви тоже как бы Каждый Адам по-своему понимает. Это любовь надо. Когда я тебя люблю, там мужчина, женщина или мама, сын, там, да? Это хорошо, но есть любовь всеохватывающая, да, которая ни от чего не зависит, которая оно или есть, или нет. А в такой моде, вот ты меня обидел, я тебя уже не люблю. Это не любовь. То есть оно в тебе тоже нет. Когда не такого возлуждено, это оно не зависит. И вот если ты генерируешь, вот оно к тебе возвращается. Если даже не возвращается, все равно ты в этом. Оно или есть, или нет. Да, вот, ответить окончательно. Во-первых, все очень как бы обыденно. То есть для родителей, в первую очередь, да? Но я это связываю еще и с высшими силами, да? Это как бы сакрально, потому что где родился, там пригодился. А он когда будет вообще сразу, да? Вот мы там где-то там, в Америке я там достиг, там, в России я достигаю каких-то высот. А здесь все как-то вот не получается. Не принимают. Ты как во сне да, идешь, вот эта картина, вот, у меня вот во сне тоже пришла, одна из таких вот. Я был эффект, да? Вот так. Это кем-то эффект, это небесных Иерусалим, короче, там храмы. Но я иду и вот не могу идти.
цепи, да, вот там еще стихотворение, я разорвал все цепи, сковавшие, вырвал сердце из ада, безумники кричат сумасшедшие, в преддверии зачем стоишь ты у рая? Бог солнца вселенной рая, и за печи ура, и урая, восход и закат, ведь не зря, и мама твоя по имени Рая. Ну, вот Рая. А вот там вот это есть внизу, там на камне, немножко там начертано, начало стихотворения. Вот. То есть, видимо, я бы сюда не приезжал, эти последние, загодя, если меня своим воды Чеховина. Потому я там так поистаскался, что тут восстанавливаюсь. На Юрафасе Куруза. Очень тяжело собрать даже 3-5 человек. Я там на тебя как-то вот, ну, может, у тебя было, очень тяжело. Вот если ты сможешь хотя бы индивидуально что-то внести, капельки или полкапельки, да, это как океан где-то в другом месте. Наверное. Талантливые люди здесь участвуют. Да. Они хотят делать для своей страны, для своей родины. Ну, почему-то вот с большим трудом все. Да, и мы даже не знаем друг друга. Да. И мы должны, вот, после, как в стихотворении Костахи Давурова, да, я по-стински скажу, что Saytu sınırta uğrattığımla uğra, avun karazime yerine kutana, скоро перса зилата номер усмана зилят сумутым было. Раньше в детстве казалось, что как будто это просто стихотворение. Да? А насколько это было актуально уже 100 с чем-то лет назад. Да? То есть уже, мне кажется, что Густав истощился от того, что он чувствовал, насколько вот тяжело, вот эту боль, он сенсорный был очень, да, и чувствовал, насколько вот народ в бедственном положении, ну, в духовном положении, что будет. Он, наверное, чувствует, что революция одна, вторая война, там, все это, да. Мы все это прошли. Я знаю, что есть высшие силы, которые нам помогают. Если вот народ почувствует, да, я верю, что почувствует, потому что я это чувствую. Ты, я думаю, чувствуешь, да, и многие начинают чувствовать. И у нас есть шанс перейти. Но 080808, вот эта картина, ну, тоже, это же очень тоже символично. Вот, ноль это как бы или круг, это означает вообще геометричность, это вот вся Вселенная, это совершенная форма, да? Это как бы символ Вселенной. Восьмерка это символ вечности. И 3 раза подтвержденный, да, вот как бы 080808. То есть я знаю, что это можно долго говорить, и я могу не объяснить, да, все-таки, но я понял, что действительно Бог нас любит, что есть высшие силы, ну, Бог, чего там, или более развитые, да, вот, существа, да, и если это почувствовать, да, то человек преображается, он начинает по-другому, угол зрения начинает по-другому это все видеть. Это не для тофта, и на этой основе легче объединиться, поверить друг в друга, помогать друг другу. Вот тогда все будет меняться. Мне кажется, что после этого начался очень жесткий раздрай. Да, жесткий раздрай. Потом я как бы просто увидел это сначала дискуссия, как бы, что мне кажется, что мы должны были пойти уже более таким духовным путем, а мы не идем. Мы еще больше материализировались, да? Полная кирпичи, самая сейчас зачастую. Он налягшает на фашист, там вот такие вещи, да, и люди больше ослабились, начали больше как бы негодовать на друг друга, мягко говоря, вот это мешает. То есть нас хотят повернуть к духовности, а к духовности мы обязательно придем. Это начертано и в нардском эпосе, вот это все есть, мастацанец, это означает, это будущее, которое должно произойти. Это оно в будущем. Потому что это человек, символ, да, вот, играющий на свирели, да, это, оказывается, сейчас ученые доказали, что меняются вибрации космические, вот, которые мы не слышим, даже животные не слышат, да, но они настолько поменялись, что начинают влиять не только на человека, на животных, на растения, на минералы, на все бытие. В космосе начинает это влиять. И мы вступаем, вот это, говорят, что 5-7 лет, уже второй год идет, да, что эти вибрации, они усиливаются. И сейчас техника так развита, что они перекладывают, вот, как бы их
озвучивать, да, нас перекладывать на ноты, на артикулированную музыку. И там такая гармония, да, Моцарта, Бетховена, Костяк. И вот эти гармоничные звуки на нас влияют. И негармоничная эпоха, негармоничные отношения, люди, они будут уходить. Там, ускоренно. Да. То есть, если ты не преображаешься в лучшую сторону, то ты начинаешь болеть, больше пить, или перестаешь пить, если ты идешь к этому, да? И так далее. Все это. Материальные вещи, у них тоже разлад сейчас. Это сколько людей в Европе, да, вот я наблюдаю, да, сколько самоубийств, крах, да, хирургов, когда все стухает, все это уходит. И вот это я понял, что, кажется, наши предки были настолько развиты, хушальная молодость. Вот это у нас осталась такая пустая гордыня, да, ну, может, неправильно, как бы, неосознанная, да, в подсознании, да. Значит, у них это, то есть человек по определению, по плану Божьему, он божественный, он должен быть выше от Бога и прийти к Богу. То есть мы бесконечно можем быть развиты. То есть в нас мы компьютер, который не имеет ограничений в развитии, в духовном, физическом, во всяком. И тогда они, видимо, были очень развиты, и они знали прошлое, настоящее и будущее. И там вот такое послание, я, по-моему, вчера тоже говорил, да? Мы, конечно, знаем, что произойдет, но пусть помнят нас последние. Кто будет помнить о нас, тем достанется наша слава. Да? И вот, что какая слава? Что вот в Библии тоже, да? Не все мы умрем, но все мы изменимся. Да? Или квантовый переход, где говорят, что из этого, из водорода перейдем в кремниевое, короче, в совершенное тело. То есть это будет происходить. И, видимо, вот это послание в 12 эпосе, да, вот любимые герои, Патрац, Сослан, другие, Грызмек, Хамец, все это, эта эпоха уходит, и приходит эпоха Ацамаза, да, то есть это Витязь, Имая Аландаре, Чуче. И я еще по-своему его объясняю. Отца – это его отец, да, Маэз, Отца Маэз, это как бы, он становится чисто божественным, это божественный. Отца Маэз, это вот божественный, как у евреев тоже это, да, Авраам, да, Отца Маэз, как там по-своему. И вот эта свирель, это как бы символ той гармонии космической, да, которая наступает. Они знают, что вот это время придет. И кто пойдет этим путем, у тех есть шанс, вот, то есть не все мы умрем, но все мы изменимся. То есть это будет происходить. И мы, мне кажется, что вот эти ближайший век, может, через год, через 10, через 20 лет, это будет происходить. Просто вот этот переход. Я когда приехал в 1989 году, весной, в мае, да, в июле я устроился на работу в школу бокса. Гулан Хетагуров, наш известный вот художник, он мне оставил это место. Я там начал жить, работать, у меня там наверху, на третьем этаже была мастерская. Я там проработал где-то года полтора. 89 год, это 23 ноября, потом 91. И потом я летом 91 года переехал уже в мастерскую моего друга Кочеева Павлика. И там были мастерские художников. Я начал у него работать. И в 92 году наши мастерские сгорели. И вот мои картины тогда вот около 40 до 50 картин сгорело. Вот тогда. Но ты сожалеешь об этом? Естественно, сожалел, но я быстро отпускаю, потому что надо идти вперед. Если оглядываешься назад, то ты можешь превратиться в соляной столб. А вот ты всегда говоришь, что это судьба, вот да. Ты фаталист, я так посмотрю. Не, я фаталист, но я борюсь с судьбой, потому что судьбу тоже можно изменить. А как тебе, тогда вот за что тебе этот урок был, как ты считаешь? Ну, это надо спросить у Бога, когда предстану перед Ним. Я спрашиваю, за что мне было это пройти. Но я знаю, что это все равно любовь божественная, потому что все, что со мной происходит, и великая любовь. Обязательно. Я это понял, поэтому мне сейчас преодолеть любую трудность уже намного легче. Ну, лично я считаю, что это маленький шажок, хотя да, годы там много, то есть уже можно было не то, что не начинать, уже нету сил работать.
портреты. На этом все закончилось, да? Не, Или вот нет на этом больше? все продолжится. На этом все продолжится. Это одна из последних картин, вот, буквально вот месяц назад я его написал. Это как бы через терник звезды. Ну, это Владикавказ, да? Ну, такой сборный, такой больше питерский, такой, можно сказать, и Владикавказ. И Владикавказ немножко перекликается с Питером для меня, на нашу перспективу. Чем-то он напоминает мне этот, Невский проспект. Творческие люди, Да. талантливые, вообще они друг друга не знают. Да, это сложный вопрос. Мне кажется, что как бы если личная вина, да, у человека, допустим, почему я, да, мне кажется, такое время было, вот, как бы каждый шлифовался, да, в отдельности, да, или там маленькими группами, да. И я думаю, что приходит время, когда будет объединяться более большие группы людей, потому что это чисто даже для выживания духовного, физического, да, это нет. А для нас это необходимо, и это вообще необходимо. Я думаю, что для нас есть шанс, потому что у нас заложено, да, вот, родственные отношения, у нас в народе, да, хоть немножко они как бы озлобленные, как-то есть такое, но в глубине души добрые, я чувствую, что если что-то хорошее показываешь, они это ценят. На выставка, да, вот. Я не считаю, что это там что-то особенное, да, но я почувствовал отклик, да, и я понял, что, значит, надо идти этим дальше. Я должен на этом не то, что останавливаться, да, больше я убедился, это мой первый маленький шажок на следующий. Хотя я еще раз повторю, что я должен был сделать это 30 лет назад.